В эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Выпуск мы начнем с брифинга о мерах социальной поддержки населения Якутии. Предлагаю послушать. В 2026 году вступают в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. До этого момента в стаж мамы учитывался уход максимум за 4 детьми. Согласно новому порядку, при оформлении пенсии начнут учитываться с 5-го и всех следующих детей в семье. Период ухода за детьми до 1,5 лет включается в стаж, либо учитываются как индивидуальные пенсионные коэффициенты. За 1,5 года ухода за первым ребенком будет начислено 2,7 индивидуальных пенсионных коэффициентов. За 1,5 года ухода за вторым ребенком будет начислено 5,4 ИПК. За 1,5 года ухода за третьим и последующими детьми будет начислено 8,1 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Особенность новых правил заключается в том, что они распространяются не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, кто уже является получателями страховых пенсий по старости или по инвалидности. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет пенсии будет произведен с января 2026 года. Заявление на перерасчет пенсии подали уже 4672 многодетных мамы в Якутии. При подаче электронного заявления через государственные услуги следует выбрать перерасчет размера пенсии. Далее мама указывает вид пенсии для перерасчета, страховая пенсия по старости или по инвалидности. В качестве основания пересмотра выплат выбирается иное основание. В открывающемся поле нужно указать учет в стаже периодов ухода за детьми с перечислением фамилии, имя, отчества и даты рождения всех детей. К заявлению мама может также приложить данные о детях, например, отсканированное свидетельство о рождении. Фонд проверит сведения и при необходимости направит в личный кабинет уведомление об уточнении предоставленной информации. Если остались вопросы, можно обратиться к специалистам отделения социального фонда по Республике Саха-Якутия, позвонив в единый контакт-центр 8 800 100 0001. Звонок бесплатный. Перейдем к новостям. Озвучу основные темы выпуска. Анализ экономической ситуации, основные вызовы и стратегические приоритеты. Глава республики Айсен Николаев огласил послание. В Якутии запущены 2 важнейших проекта – газопровод на Кынский поток и переход на газовое теплоснабжение города Удачного. Чтобы сделать проезд по городу максимально комфортным, на дороге Нерюнгри вышли новые автобусы. Более 40 тонн груза в зону СВО отправлены алданскими волонтерами. Какая помощь оказывается бойцам? Новое поколение якутских борцов сможет тренироваться вольной борьбой прямо в залах родной школы. В 40-й школе открыли зал борьбы. Работы по устранению аварии в микрорайоне Северный города Ленске продолжаются. Напомним, подача холодного водоснабжения была приостановлена в связи с экстремально низкими температурами. В ночь с 14 на 15 декабря в микрорайоне Северный произошло перемерзание центральной трассы холодного водоснабжения. Ситуация в микрорайоне Северный по восстановлению находится на постоянном контроле руководства и оперативных служб города и района. Аварийно-восстановительные работы не останавливаются. Ежедневно для жителей организован подвоз воды по нескольким точкам микрорайона, а также периодически предоставляется бутилированная вода. Графики подвоза регулярно обновляются и доводятся до жителей через официальные ресурсы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются до полного восстановления подачи воды. Что касается ремонтно-восстановительных работ, на сегодня выполнено порядка, наверное, 98-7% работ. Осталось там небольшое утепление маленьких участков труб. И, в принципе, да, мы готовы к тому, чтобы врезаться в систему, подключить к основной магистрали ту ветку, которую мы поменяли, отремонтировали. Но пока, к сожалению, погодные условия не дают это сделать. Завтра мы по этому же поводу будем проводить заседание КЧС в 10 утра и определяться.
Аварийное отключение электроэнергии произошло в селе Беченча. Жители села в Ленском районе перевезли на резервный источник питания из-за аварийного отключения электроснабжения. На месте ведутся восстановительные работы. В ведомстве провели экстренное заседание регионального штаба энергобезопасности. По его итогам принято решение направить в Беченчу из Ленска дополнительную дизельную электростанцию мощностью 200 киловатт вместе с запасом топлива. Аварийные службы и спасатели будут нести дежурство до полной нормализации обстановки. Ситуация находится на особом контроле МинЖКХ и энергетики Якутии. Напомним, из-за морозов на всей территории республики действует режим повышенной готовности. В Мирнинском районе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. В связи с ухудшением эпидобстановки введены временные ограничения на посещение массовых мероприятий. В частности, вход на все мероприятия для зрителей младше 18 лет временно невозможен. В образовательных учреждениях района также приняты дополнительные меры предосторожности. В школах введены укороченные уроки. Теперь школьники учатся по 30 минут. Усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в школах. С 48-й недели эпидсезона начался подъем заболеваемости. В еженедельном режиме мы мониторили заболеваемость. И на 50-ю неделю у нас был такой высокий прирост заболеваемости. Было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. На этой неделе мы продлили запрет на доп. Образование, на секции и кружки по 29 декабря. Итоги уходящего года и ориентиры развития на год грядущий. Глава республики Айсен Николаев огласил послание Государственному собранию Илтумен. Четкий анализ экономической ситуации, основные вызовы и стратегические приоритеты. Послание объединило основные вехи развития региона. Обо всем по порядку. Петр Васильев. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. И, что называется, с места в карьер. Одна из центральных тем послания года грядущего – экономическая ситуация. ВРП превысит прошлогодние показатели. Сохраняется динамика промышленного производства. И, что самое важное, несмотря на санкционное давление и жесткую кредитную политику, бюджет остался сбалансированным. По итогам 2025 года валовый региональный продукт превысит прошлогодний уровень. Положительная динамика промышленного производства остается основным источником дохода. Бюджет республики на предстоящие 3 года формировался в непростых условиях. Я благодарю Государственное собрание Илтумен и правительство республики за конструктивную работу и достижение общего баланса решений. Послание в первую очередь обозначает ключевые векторы работы для регионального парламента. Своего рода дорожная карта того, как депутаты будут формировать нормативные и управленческие механизмы реализации обозначенных приоритетов. Глава республики еще раз подчеркнул, что все социальные обязательства и публичные обязательства государства в отношении людей, они будут полностью выполнены, несмотря на это сложнейшее время. Под особым вниманием сфера ЖКХ. По поручению главы региона правительство рассмотрит возможность перехода на более локальные, близкие к потребителю источники тепла там, где уже есть газ. Это может сделать отопление экономнее и надежнее. Мы должны ситуацию жилищно-коммунальным комплексом не просто поддерживать, удерживать, но трансформировать, потому что в новых реалиях, конечно, эффективность в целом этой отрасли, она отражается в очень больших арифметических величинах. К слову о расходах, затраты на Арктику приравняют к защищенным статьям бюджета. Все процессы здесь должны быть детально пересмотрены, а экономика вовлеченных предприятий и учреждений должна быть оптимальной и эффективной. Финансирование тех расходов, которые у нас идут на Арктику, а соответственно указа главы Республики Саха-Якутия о развитии арктической зоны, они стали защищенными статьями, и это уже даст нам прежде всего для жителей Арктики определенную гарантию, что недофинансирования или проблемы с денежными средствами не будет. Безусловно, послание – это еще и планы на будущее. Год грядущий глава региона объявил годом культуры. Для деятелей искусства это своеобразный наказ, чтобы еще больше усилить работу по поддержке традиционных ценностей. Есть такое высказывание: сила духа должна быть извечна. Вот и сила духа делает человека хорошо работающим, хорошо думающим, смотрящим вперед. Вот поэтому год культуры вот как раз-то вот
будет работать на эту стезю. 26-й год под знаком культуры – явление закономерное. Ведь именно культура во все времена скрепляла народ, воспитывала молодежь в духе времени и, самое главное, давала неисчерпаемые силы для новых побед. Петр Васильев, Даяна Федорова, Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск. Сегодня в парламенте Якутии состоялось 16-е пленарное заседание Государственного собрания Илтумен 7-го созыва. Народные депутаты рассмотрели 18 вопросов. Одним из ключевых законопроектов стал проект закона во втором чтении о местном самоуправлении в республике. Якутский парламент принял решение о сохранении в республике двухуровневой модели организации местного самоуправления. Региональный закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Принятый в этом году новый федеральный закон номер 33 о местном самоуправлении формально упраздняет ранее установленную двухуровневую систему территориального устройства как основную структуру. Однако регионам России предоставляется возможность самим определить подходящую форму местного управления. Мы провели огромную работу парламента республики вообще по выработке данного закона, по внесению его как в качестве законодательной инициативы, по разъяснению среди населения. В рамках реализации 33-го федерального закона, конституционных положений Российской Федерации, нашего основного закона республики, данный проект, он очень тщательно дорабатывался. Было внесено множество поправок после первого чтения. 21 поправку мы его приняли, 27 поправок отклонили. Но в конце концов я считаю, что закон он получился достаточно хорошим. В Якутске прошло совещание по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности группы компании «Алроса» за 2025 год и планов на 2026 год. Заседание состоялось при главе Якутии. Участники обсудили ключевые производственные и финансовые показатели, реализацию инвестиционных проектов, а также приоритеты дальнейшего развития компании. Особое внимание было уделено вопросам социально-экономического вклада в развитие региона. По итогам совещания определены основные направления работы компании на следующий год. В Якутии запущены два важнейших проекта – газопровод Накынский поток и переход на газовое теплоснабжение города Удачного и предприятий удачнинского ГОКа «Алроса». Подробности в следующем материале. Накынский поток – это 163 километра газомагистрали, соединяющих Среднетюнгское месторождение с Накынской производственной площадкой «Алроса». Это 20 миллионов кубометров газа и 70 миллионов киловатт в час электроэнергии в год. Накынский поток – это особый проект. Это проект, связанный с наших взаимоотношениях, партнерских взаимоотношениях с компанией «Алроса». И я очень рад, что мы не подвели ни главу республики, ни компанию «Алроса» и выполнили все вовремя и как положено по проекту. Другой грандиозный проект стал настоящим новогодним подарком для жителей Удачного, где открылась сеть газовых котельных. Современное оборудование, установленное в энергетических объектах, при малейших отклонениях сразу подаст сигнал на пульт диспетчера. Если у нас пропадет давление газа, мы это здесь увидим. У нас, соответственно, начнут останавливаться котлы. То есть, если давление идет нестабильное, котлы сразу начинают останавливаться. Поэтому мы это сразу на компьютере увидим. Котельные Удачного стали завершающими в масштабном проекте по переходу на голубое топливо не только целого города, но и ряда предприятий Удачнинского ГОКа. В первую очередь котельная – это энергобезопасность, поскольку длительное время Удачный был фактически только на электроснабжении. И электроэнергия не всегда качественная была, и были перебои. В настоящий момент этот вопрос, ключевой вопрос для города Удачного, закрыт. Это достаточно сложный, организационно сложный проект, который увязан и с наличием тарифной составляющей, для финансирования этих проектов. Это связано с огромным количеством разрешительной документации, естественно, с учетом последних веяний правильного выбора оборудования и многих других факторов. Газ – это не только тепло в домах якутян, но и экологически чистое топливо. Трехстороннее сотрудничество позволило выстроить сеть котельных, работающих на голубом топливе. Так уже в следующем году ожидается снижение выбросов в атмосферу. Власий Сергеев, Вероника Таюрская, Артумен Наговицын, Якутск.
Новогодняя пора – время не только для подарков, но и для путешествий. Кто-то выбирает теплые края, кто-то по-праздничному атмосферные. В общем, главное правило – приобрести авиабилеты. Как не разориться на их покупке? Нужно ли беспокоиться об этом заблаговременно? И что делать, если вылетать уже завтра, а билетов нет, расскажет Саргалана Неустроева. Забудьте времена, когда всего за 6 тысяч рублей можно было слетать в Москву. Теперь, чтобы значительно сэкономить на перелете, нужно объявить настоящую охоту на авиабилеты. Эксперты и опытные путешественники рекомендуют отслеживать изменения цены. Есть определенная закономерность в том, в какие дни вылетать дешевле. К примеру, рейсы в середине недели обычно стоят меньше, чем в выходные дни. Впрочем, не факт. Именно поэтому надежнее будет покупать билеты заранее. Желательно сразу, как только продажа на нужную дату открывается. Лучше заранее планировать свой отпуск и путешествия. Это позволит сэкономить вам ваш бюджет, так как на рейсе, соответственно, ограничено количество мест. Но лучше, конечно, это месяца за 2,5 это уже сделать. И не забывайте про субсидированные тарифы. Если раньше ими могли воспользоваться только льготные категории граждан, например, молодежь или пенсионеры, то теперь программа расширилась для всех жителей Дальнего Востока. К слову, билеты по этим субсидиям уже в продаже. Кстати, нам, жителям Якутии, лучше даже не смотреть в сторону прямых перелетов. Дешевле обойдутся рейсы с пересадками. Бывает дешевле билет, если ты летишь с пересадкой. Прямые, допустим, на сегодняшний день прямого до Москвы нет, можешь спокойно полететь через Новосибирск и тем самым сэкономить. В разные направления это бывает по-разному. Но чем больше пересадка, допустим, от 20 часов, тем минимальнее затраты ваши. Но что делать, если вылететь нужно в ближайшее время, а билет все еще не куплен? Спешу разочаровать. Скорее всего, за такую срочность придется выложить немалую сумму, и полагаться здесь можно только на удачу. Вдруг остался билет со скидкой. Кстати, о скидках. В этом году авиакомпания «Якутия» продавала билеты по беспрецедентной стоимости – 100 рублей. Акцию приурочили столетию якутской авиации, и, разумеется, билеты расхватали, как горячие пирожки. Все потому, что знающие люди в курсе, когда следует мониторить сайты авиакомпаний. Объявляется за несколько дней до начала распродаж или каких-то акций, да. Но всегда это приурочено к какому-то дню, допустим, тот же самый в этом году было столетие авиации. Также и OS7 тоже, определенные даты какие-то вот предусмотрены для этих дней, для распродаж. Ну и кроме того, эксперты не рекомендуют покупать билеты онлайн. Это, конечно, обусловлено разгулом цифрового мошенничества. Однако никто не запрещает сравнивать стоимость перелетов, например, на сайтах-агрегаторах или самих авиакомпаний. Подытожим. Ищите билеты заранее, наблюдайте за рынком и следите за новостями авиакомпаний. Тогда сэкономить на покупке авиабилетов для вас не составит труда. На дороге Нерюнгри вышли новые автобусы. Это стало возможным благодаря поэтапному обновлению автобусного парка, чтобы сделать проезд по городу максимально комфортным, особенно в зимнее время года. Подробности у наших коллег. Новые автобусы вводятся в эксплуатацию на городские маршруты регулярно. Обновление парка идет на постоянной основе. Обновленный транспорт оснащен современными системами комфорта и безопасности, включая климат-контроль, удобные сиденья и камеры видеонаблюдения. 2 автобуса новых, теплых выйдут на линию в этом году, планируется, по крайней мере, в ближайшие дни. Мы также закупили еще порядка 8 остановок, которые мы будем менять уже в следующем году. Теплые остановки работают. Действительно, в этом году ранние такие морозы в декабре, и, конечно, люди в старых автобусах чувствуют себя не очень комфортно. Хотя мы подрядчикам ведем переписку, ведем претензионную работу, чтобы они за своими автобусами следили, но срок давности, конечно, этих машин, он уже себя вырабатывает. Поэтому в этом направлении мы работаем активно. Автобусный парк мы планируем поменять уже менять в следующем году, если бюджет там позволит это. В принципе, на этот год уже у нас будет 3 новых автобусов из 5, и, в принципе, людям уже будет достаточно комфортно. Транспорт соответствует высоким стандартам экологии, снижая негативное воздействие на окружающую среду. Также повышается доступность услуг общественного транспорта для маломобильных групп населения. Планируется сократить интервал движения автобусов и повысить регулярность маршрутов. Новые автобусы. Я не знаю, вот этот новый автобус красный, но мне кажется, он маленький.
Сейчас сколько? А я не знаю даже. Видишь, я редко езжу, поэтому как-то... Мне кажется, я как-то в нем один раз ездила, но он маленький. Надо побольше. А эти всех уже на свалку. Ну, новый автобус мне нравится. Комфортный, теплый. Во-первых, сиденья хорошие, мягкие. Ну, вот такие бы автобусы сюда побольше. И было бы нормально. Но у нас есть новый автобус, красный. Вот он проходил. Он теплый, но, во-первых, он очень неудобный. Там очень маленькая вместительность. И очень много остаются люди на остановках. Да, он теплый. Но, опять же, у нас нет особо автобусов, которые забирают рабочих. Ну, с работы я имею в виду. Вот это вот. И практически всегда битком набиты автобусы. Программа обновления автобусного парка обязательно будет продолжена с учетом пожеланий жителей столицы Южной Якутии. Иван Лазаренко, Захар Головин, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Более 40 тонн груза, в том числе 3 единицы техники в зону СВО, отправлены Алданским отделением волонтерской организации «Зов Севера» города Нерюнгри. Отделение в Алдане открылось в мае уходящего года, но команда единомышленников образовалась раньше. Какая помощь оказывается бойцам, узнавали наши корреспонденты. В Алданском штабе Нерюнгринской волонтерской организации «Зов Севера» процесс сбора грузов не останавливается. Продукты, одежда, предметы первой необходимости вместе с приветами от самых маленьких соотечественников скоро будут отправлены военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации. Сейчас собираем посылочки для наших бойцов, для наших героев. Мы их так все называем, независимо от того, есть у них награды или нет. Для нас они все настоящие герои. Сейчас в штабе, говорят волонтеры, простор. А еще несколько дней назад пройти здесь было проблематично. В декабре стартовала акция «Поздравь бойца с Новым годом». К призыву поддержать военнослужащих и поблагодарить их за защиту алданцы присоединились массово. Всего было собрано около 180 посылок. Неимоверное количество было коробок у нас здесь, вот просто все было заполнено. И мы здесь работали просто в выходные дни с утра и вот до самого-самого позднего вечера. Разного рода поддержку бойцам жители оказывают не только в рамках благотворительных акций, но и на регулярной основе. Многие трудовые коллективы и семьи поддерживают с «Зовом Севера» постоянный контакт. Одежду, и постели, и личные вещи какие-то, и медикаменты. То есть все, что нужно, им сейчас все очень нужно. И поэтому все, что возможно, все и собираем. И ребятишки подарки собирают, и училища наши, и техникуми. То есть никто не остается в стороне. Есть 3 бабулечки у нас, которые постоянно вяжут носочки. Мы собираем шерсть, пряжу, и я развожу им, и они вяжут. Отделение волонтерской организации Нерюнгринского района «Зов Севера» в Алдане было образовано в мае, а в коллектив неравнодушные добровольцы объединились более года назад. Как можно остаться в стороне, когда лучшие сыны находятся там, да? Как можно не оказать поддержку? Ну и вообще, мой девиз, наверное, по жизни: если ты можешь помочь, помоги. В настоящее время алданская организация «Зов Севера» объединяет 11 человек. Первыми помощниками взрослых становятся 5 школьников. Большую часть коллектива составляют женщины. Задачи, требующие физической силы, возлагаются в основном на 2 мужчин. Все, что нужно, всем занимаемся. Грузим, пакуем, разгружаем, загружаем, отправляем, привозим, увозим, все делаем. Гуманитарные сборы, проведение благотворительных мероприятий, заготовка продуктов, изготовление сетей, свечей и салфеток – деятельность ведется по разным направлениям. В решении ряда вопросов члены алданского отделения «Зов Севера» взаимодействуют с другими волонтерскими организациями района. С другими волонтерскими организациями мы дружим, работаем, но хотелось, наверное, больше централизованности, больше координирования. Тогда бы, если бы мы совместно были координированы, мы больше бы приносили пользы для наших ребят. За время работы волонтерского движения из Алдана в опорный пункт города Новоазовска было отправлено более 40 тонн грузов, в том числе инструменты, запчасти и 3 единицы техники. Работа продолжается, и пополнить ряды добровольцев могут все желающие. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
В Доме культуры имени Гагарина состоялось торжественное мероприятие «Елка главы округа». В этом году поступило более 300 заявок от старшеклассников Якутска. Из них наградили 100 лучших участников, которые получили стипендии в размере 20 тысяч рублей. Отбор проходил по нескольким направлениям. Блестящие результаты в учебе и победы в олимпиадах, спортивные достижения на международных и всероссийских соревнованиях. Индивидуально оценивалась и активно-научно-исследовательская общественная деятельность учащихся. Кроме того, в праздничной программе приняли участие лучшие эстрадные коллективы и артисты. Новое поколение борцов смогут заниматься вольной борьбой. В школе номер 40 имени Николаева в Якутске прошло открытие зала вольной борьбы. Учащиеся с первых классов могут начать заниматься вольной борьбой. В республике борьба является видом спорта номер 1, самым массовым и любимым. Вот такие ребята сегодня пришли для того, чтобы... Якутские спортсмены завоевали 3 золота на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге в 2 дисциплинах – ги и ноу-ги, борьба в кимоно и без. В общем счете якутяне выиграли 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Джиу-джитсу – это японское боевое искусство, которое включает техники борьбы, захватов, а также болевых и удушающих приемов. В Якутии этот вид спорта набирает популярность. С каждым годом любителей становится все больше. Уже заранее знали, куда готовиться, к этому шли. После чемпионата России. Чемпионат России тоже выступали, потом через некоторое время чемпионат мира выступили. Джиу-джитсу давно занимаются, люди здесь, только раньше было очень мало народу, сейчас уже достаточно популяризировалось, этим занимаемся, проводим соревнования. Простыми словами, это заставить сдаться соперника. Заставить сдаться соперника болевым или удушающим приемом, либо контролировать направленность соревнования, это больше играет роли. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.